Привет-привет! Меня зовут Ажар, и мы продолжаем с вами запоминать казахские слова. Мои видео предназначены для людей, которые разговаривают на русском языке, но хотели бы постепенно, запоминая слово за словом из казахского языка, увеличить свой лексикон и начать в будущем разговаривать и понимать казахский язык. Моя цель – это сделать так, чтобы люди не сталкивались со сложностями и не отворачивались от изучения казахского языка. Моя задача, чтобы они получали победы, и таким образом им хотелось еще дальше и дальше и дальше изучать, запоминать, постепенно начать разговаривать и понимать казахский язык. Для этого мы в каждом видео рассматриваем по одному слову и запоминаем это слово. Таким образом, увеличиваем вашу копилочку казахских слов. Сегодня мы будем запоминать такое слово, как мемлекет. Мемлекет – это государство на казахском языке. Государство. Мемлекет. Думаю, произношение достаточно несложное. Но не мемлекет, а мемлекет. Мемлекет. Это государство. Для того, чтобы это слово еще лучше уложилось в вашей памяти, нужно посмотреть либо сам предмет. Сам предмет, конечно, мы не сможем посмотреть, да, вот картинка. Вот картинка, смотрите, это карта, вот Африка, вот Северная и Южная Америка, вот Евразия, да, и вот отдельными цветами, да, нарисованы государства, то есть государства. Вот каждое отдельное государство, а на карте они вот все вместе. Это вот мемлекет, каждый отдельный мемлекет. Мемлекет. В Африке свои мемлекет, там, я не знаю, Египет, Судан, Марокко, ЮАР вот здесь, да, вот здесь США самый большой, да, ой, вот здесь вот тут США, вот здесь Канада, вот здесь самая большая, по-моему, Бразилия, да, Бразилия, вот здесь вот, видите, Россия самая большая, вот здесь вот Китай, вот этот полуостров это Индия, вот наш зелененький это наш Казахстан. И вот это все отдельное мемлекет. Мемлекет. Государство. Теперь, как обычно, мы составляем предложения, русские предложения со словом мемлекет вместо слова государство. Например, мы живем в мемлекет Казахстан. Каждый человек должен поддерживать свой мемлекет, в котором он живет. В мире есть очень большое количество, по-моему, 200 с чем-то, да, мемлекет. И у каждого мемлекет есть свой флаг, свой герб, свой гимн, я думаю, да. Это то, что как бы характеризует, обрисовывает отдельный мемлекет. Например, когда мы слышим свой гимн, мы понимаем, что это про наш мемлекет, про Казахстан. В каждом мемлекете, я думаю, есть определенные службы, которые относятся именно к государственным службам, к службам мемлекет. Я думаю, что любое государство, целью любого мемлекет является увеличение благосостояния отдельного человека. То есть, отдельного человека в том числе и, получается, всех людей, которые живут в этом мемлекет. И законы любого мемлекет должны быть направлены на то, чтобы приносить большую пользу для большего количества населения. Если законы какого-то мемлекет служат только для маленькой горстки людей, этот мемлекет, не думаю, что далеко пойдет. Это уже как, это мой взгляд, это мое мнение, это как
ну, какой-то мемлекет ограниченного воздействия, да, или ограниченной пользы. Вот. У нас Казахстан имеет со многими мемлекет очень хорошие дипломатические отношения, взаимоотношения. Наш паспорт котируется во всех, ну, имеется в виду, принимается во всех мемлекет. Это предложение, это не констатация фактов, это просто предложение. Так, в нашем мемлекет заграничный паспорт имеет такой голубовато-бирюзовый цвет. Я очень горжусь тем, что я живу в нашем мемлекет. И наш мемлекет, хоть имеет очень большие исторические историю развития, но официально независимость получил как Казахстан в 1991 году. Хотя история, ну, очень далекая. Каждый мемлекет устанавливает свои правила, например, дачи виз или въезда на свою территорию. Вот таким образом составляете свои собственные предложения со словом «мемлекет», и количество предложений должно быть достаточно большое для того, чтобы вы раз и навсегда запомнили это слово и больше никогда не возвращались к тому, чтобы заново его запоминать. Количество предложений играет большую роль, потому что в нашем мире, в нашей физическом мире, в котором мы живем, всегда количество чего-то переходит в качество. Поэтому составляйте предложения, пишите комментарии, подписывайтесь, делитесь моим каналом, ставьте лайки. Я очень благодарна буду. Я очень рада за то, что вы меня смотрите, делитесь, ставите лайки. Большое вам спасибо и жду ваших комментариев. Пока!